центре внимания финансы, ЖКХ, сельское хозяйство, земельные отношения и экология. Временно исполняющий обязанности главы республики Тамерлан Агузаров сегодня встретился с руководителями районов. С первых же минут он подметил, что разговор должен идти о проблемах, а не о достижениях. Призвал прекратить войны за власть между главами муниципалитетов и администраций. По его мнению, вместо того, чтобы работать во благо народа, они лишь выясняют отношения между собой, а страдают в итоге люди. В Рио главы даже предложил вернуться к системе единоличного управления районов. В любом случае, так больше продолжаться не может. Я вам официально заявляю, так больше работать мы не будем. А если кто не понимает, что от него требуется, пожалуйста, бумаги хватает. Пишите заявление и занимайтесь совершенно другими вопросами. Мы никого насильно держать не будем. Самым эмоциональным получилось обсуждение финансового вопроса. В своем докладе в Рио министра финансов Наталья Царева в пух и прах разносит работу местных администраций. Особое внимание выплатам на содержание руководства района. Сумма, ровно как и штат сотрудников, все время растет. Особенно остро проблема стоит в маленьких селах. Например, в Галиате затраты на содержание администрации, внимание, в 30 раз превышают доходы села. И это не единичный случай. Минфин предлагает таким селам объединяться в единый муниципалитеты. Наталья Царева также сообщает, ни один район не выполнил свой план по доходам. Растут и их долги перед республиканским бюджетом. С 2013 года по всем муниципальным образованиям вырос на 1 миллиард 274 миллиона рублей. По состоянию на 1 августа 2015 года вырос серьезно муниципальный долг, наибольший рост муниципального долга допущен в муниципальном образовании городского округа Владикавказ с 467 миллионов рублей на 1 января 2013 года до 1 миллиарда 21 миллиона на сегодняшний день. Ну и, конечно, земельный вопрос. Участки один за другим отдают в аренду или вовсе продают. В Рио главы приводит пример. Участок на улице Тельмана площадью 40 гектаров 2 года назад продали всего за 780 тысяч рублей. Второй в 263 гектара оценили в 5 миллионов. И таких фактов масса, говорит Агузаров, целый список. В ближайшее время в республике стартует масштабная инвентаризация земель. Специальная комиссия соберет все данные. Большие вопросы вызывают и сборы арендных платежей. Порядка 186 тысяч гектаров пахотных земель числится в республике, порядка 199 тысяч гектаров пастбищ сенокосов. Исходя из этой суммы, значит, арендные платежи в бюджет должны поступать в пределах 200 миллионов. В прошлом году поступило 92,5 миллиона. Это говорит о том, что часть земель или не оформлена, или, значит, имеются недобросовестные плательщики этих земель. Много вопросов и по использованию этих земель. Большинство арендаторов предпочитают сажать лишь кукурузу, чем подтверждают статус кукурузной республики. В Моздоке выращивают лен, на который нет спроса в Северной Осетии. Агузаров призывает спрофокусировать внимание на фруктах, овощах и продовольственных злаках и перестать собирать все земли в руках одних и тех же людей. Я предлагаю внести предложение, вношу предложение правительству. Нам надо, наверное, ограничить, чтобы в руках у одного человека было не больше хотя бы 1000 гектаров. Это что такое? Это что такое, когда одни по 5-6 тысяч гектаров, по 10 тысяч гектаров имеют? Масасфанду и канус. Что хотят, то и творят. Азамат Ильич, рассмотрите это предложение. Я думаю, 1000 гектаров достаточно. Массовая распродажа земель неправильно, но то, что стали отдавать и земли из лесного фонда, это и вовсе незаконно. По словам в Рио министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Таймураза Мильдзыхова, такая ситуация наблюдается практически во всех районах, кроме Иравского, Дегорского и Правобережного. Документы направляются в суды, но результатов нет до сих пор. Тамерлан Агузаров призвал разобраться с этой ситуацией. По итогам совещания работе местных властей поставили неуд и в очередной раз призвали плотнее работать с населением и чаще выходить из кабинетов с кондиционерами, как выразился глава. Яна Гагиева, Борис Сопоев, Осетия ТВ.